Владимир Путин провел встречу с модераторами и спикерами Восточного экономического форума. Напомню, он проходил с 2 по 4 сентября во Владивостоке. На площадке собрали лучших специалистов, чтобы найти решение по улучшению экономического климата Дальнего Востока. Среди них оказался и наш земляк Тагир Аушев, российский физик, создатель Центра изучения мозга и сознания. Он отметил, что с начала пандемии некоторые прогрессивные страны начали регистрировать компании и открывать банковские счета онлайн. Тагир предложил перенять данный опыт. Это хорошее подспорье для начинающих стартаперов. Созданный по вашему указу инновационный научно-технологический центр ИНТЦ «Научитель русский» позволит развивать и IT-компании, и создавать новые единороги, о которых я рассказывал раньше. В мире единорогами считается компания от $1 миллиарда, то вот в рамках нынешнего НТЦ льготы предоставляются только компаниям с доходностью до $1 миллиарда. Вот есть предложение повысить этот порог до 10 миллиардов рублей, чтобы опять-таки немного конкурентоспособность наших проектов поднять. Он также поднял вопрос об IT-образовании. Модератор предложил запуск программы, которая охватила бы все возрастные категории. Президент поблагодарил Тагира, его инициативу поддержали. Что касается образования, то хорошо известно, вы работаете в одном из престижных московских институтов, знаете, что не только в вузах, но и в школах стараемся развивать это направление айтишное. Специальные курсы даже для школьников сейчас вот внедряются где-то, правда, это где-то, по-моему, с 8 класса. Но в целом попросил бы высказаться по вашим предложениям. Дмитрий Николаевич Чернышенко, пожалуйста. Да, уважаемый Владимир Владимирович, я коротко, смотрите, у нас очень эффективный был первый пакет мер поддержки IT-отрасли, о чем уважаемый Тагир Абдулхамидович тоже сказал, который вызвал, в принципе, взрывной рост IT-компаний. А буквально вчера у нас было совещание с лидерами «Единой России», где инициативы, которые предложены были «Единой Россией» и рассмотрены всей IT-индустрией, были поддержаны, уже сформированы и доложены председателю правительства. Минцифры совместно с бизнесом включили в стратегию социально-экономического развития России проект, который позволит талантливым школьникам с 8, как вы правильно сказали, до 11 класса пройти дополнительный двухлетний он будет курс обучения IT-профессиям. Там в основном, конечно, языки программирования, но что важно, что обучение будут проводить топовые организации страны. У нас уже заложено в федеральном бюджете почти 9 миллиардов рублей, которые позволят подготовить 1,2 миллиона школьников.